Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о ранней диагностике заболеваний. Постоянные стрессы, неправильное питание, вредные привычки, плохая экология оказывают неблагоприятное влияние на здоровье. Поэтому необходимо уделять внимание сигналам своего организма, не игнорировать их и не пускать на самотек. Состояние здоровья требует столь же пристального внимания, как и другие сферы жизни человека. Выявить заболевание как можно раньше значит подарить себе шанс на полное излечение без последствий для всего организма. Чтобы узнать, какова информированность населения о методах ранней диагностики заболеваний, мы провели опрос. Какие методы ранней диагностики заболеваний вы знаете? УЗИ, наверное, потом рентген и флюорография. Измерение температуры, наверное, да? Еще? Пульс, диагностика. В результате опроса мы выяснили, что большинство населения плохо осведомлено о методах ранней диагностики заболеваний. Диагностика заболеваний у детей – более сложная и длительная процедура, чем у взрослых. Важно не только определить наличие отклонений в состоянии здоровья, но и не навредить растущему организму. Грудной ребенок или дети младшего возраста не могут объяснить, что конкретно их беспокоит. Именно поэтому приходится назначать детям дополнительные исследования. Это позволяет свести риски для здоровья малыша к минимуму. В основе диагностики заболеваний лежит всестороннее, систематическое и тщательное изучение каждого отдельного пациента. Первичный опрос и осмотр больного – главный момент диагностирования, во время которого устанавливается контакт между пациентом и врачом. Следующий этап диагностики – это анализ результатов лабораторных, инструментальных, аппаратных исследований. И чем больше этих данных, тем будет точнее диагноз, потому что достаточно много разных заболеваний имеют одинаковые симптомы и проявляются одинаково, но лечатся совершенно по-разному. Среди прочих высокотехнологичных и точных методов ранней диагностики заболеваний стоит назвать магнитно-резонансное исследование, а также современные модификации ультразвуковой диагностики. Сегодня у медицины достаточно много возможностей для исследования всех органов организма. Наш медицинский центр проводит исследования магнитно-резонансной томографии и ультразвуковой диагностики. МРТ и УЗИ – два взаимодополняющих метода обследования. Пройдя исследование УЗИ, пациент по рекомендации либо по желанию может пройти исследование МРТ или наоборот. А особенно хотелось выделить, что наш медицинский центр является одним в городе, кто проводит исследование тонкого кишечника. Наш медицинский центр успешно сотрудничает с страховыми компаниями по добровольному медицинскому страхованию. После прохождения исследования пациент может получить консультацию и лечение у врача-невролога, ревматолога, онколога. Все врачи имеют высшую квалификационную категорию. Также ведет прием заслуженный врач, невролог Чувашской республики, кандидат медицинских наук. В центре всегда проходят различные акции, скидки на исследования. Если вам нужна квалифицированная медицинская помощь, мы готовы вам ее оказать. Ультразвуковое исследование, или это как принято сейчас называть УЗИ, это самый доступный, достаточно безвредный, безопасный, малоинвазивный, очень информативный метод исследования. Почти за 50-летнюю историю его применения не зафиксировано ни одного побочного эффекта от этого вида исследования. Немного о природе ультразвуковых волн. Ультразвуковые волны – это звук. Это звук, который воспроизводит датчик ультразвукового аппарата, который проходит в организм человека, отражается от его органов и обратно воспринимается аппаратом. Аппарат выводит это изображение на экран в виде картинки этого органа, и врач сравнивает картинку
и анатомическую норму, находит патологические изменения и выводит это в заключение. Ультразвуковое исследование достаточно безвредное. Часто очень спрашивают, насколько часто его можно проводить. Его можно проводить почти каждый день. Оно достаточно безвредное. И это доказала практика. Ввиду отсутствия побочных эффектов метод рекомендован для скринингового исследования у беременных. Оно проводится в течение всей беременности, даже при нормально текущей беременности. Также оно применяется и у детей практически с рождения и до совершеннолетия проводится при наличии патологии и также для наблюдения нормы. Детям исследование проводится, поскольку оно достаточно доступно и неинвазивно. Кроме того, оно не несет никакого ионизирующего излучения и может проводиться очень часто, как этого требует врач. Современный темп жизни и отсутствие свободного времени не позволяет нам часто проходить исследования. Для того, чтобы пройти одно исследование, необходимо пойти в поликлинику, взять направление у доктора, сходить на исследование, затем записаться на другое исследование. В нашем центре существует уникальная возможность прохождения всего комплекса исследований за одно посещение. Это комплексная диагностика организма. Туда входит полная ультразвуковая диагностика всего тела, начиная с щитовидной железы, молочных желез, брюшной полости, почек. У женщины это органы малого таза, у мужчины это предстательная железа и мочевой пузырь. Также она включает в себя магнитно-резонансную томографию. В качестве исследования при магнитно-резонансной томографии часто используется МРТ головы, поскольку изначально МРТ в основном использовался для диагностики головного мозга и позвоночника. Это методы, которые максимально доступны для исследования на МРТ. И поэтому данный вид исследования рекомендовано проходить именно на МРТ-аппарате. Придя к нам за одно исследование у одного доктора, вы можете пройти полную диагностику организма и тут же следом практически пройти исследование на МРТ-аппарате. И в течение часа или немного больше времени врач напишет вам полное заключение, выведет вам рекомендации, как часто нужно проводить диагностику, какие виды исследований нужно проходить в первую очередь, какие исследования вы можете попробовать себе отложить на следующий год или на следующую неделю. Допустим, вы нашли какое-то образование в печени, и эту патологию мы подтвердили, либо исключили, либо дополнили информацию при помощи МРТ-томографа. Этот дифференцированный, безвредный метод подходит как пожилым, так и детям. Уже сегодня после нашего исследования можете пойти к своему врачу и получить соответствующее лечение. УЗИ сердца или эхокардиография – это одна из самых сложных ультразвуковых методик. Она является неинвазивной методикой, то есть мы не проникаем в тело человека, датчик ставится поверхностно. Эта методика очень информативна, она позволяет оценить и увидеть то, что мы не можем оценить при, например, электрокардиографии. Эхокардиография является оценкой анатомического строения сердца. Это толщина стенок сердца, размеры полостей сердца, оценка состояния клапанов сердца. При УЗИ сердца можно оценить зоны гипо- или акинезии, то есть те места, где был инфаркт, если он был достаточно крупный, конечно. УЗИ сердца – это единственный метод, при котором можно достоверно выявить врожденные и приобретенные пороки сердца. Своевременно проведенная эхокардиография позволяет вашему лечащему врачу поставить правильный диагноз и назначить адекватное и эффективное лечение. Ультразвуковое исследование сосудов шеи и головы является довольно информативной методикой, позволяющей в реальном времени оценить состояние артерий и вен шеи и головы. Именно эти сосуды участвуют в кровоснабжении органов, находящихся на голове человека, таких как органы зрения, слуха и, конечно же, головной мозг. Головной мозг – это орган очень чувствительный к кровоснабжению, и поэтому очень важно знать, насколько хорошо он кровоснабжается. Ультразвуковое исследование сосудов шеи и головы позволяет выявить такие проблемы, как стеноз артерий, то есть сужение просвета артерий, например, и чаще всего это бывает атеросклеротическими бляшками, деформацию хода артерий, то есть когда артерия изгибается там, где она не должна быть изогнутой, и в этих местах, конечно, нарушается кровоток. Исследование сосудов шеи и головы показано пациентам, у которых наблюдаются головные боли, головокружение, нарушение слуха, нарушение зрения, шум в ушах. А также данное исследование показано пациентам, у которых высокий холестерин в крови и которые страдают избыточным весом.
Ультразвуковое исследование сосудов верхних и нижних конечностей включает в себя исследование артерий и вен. Это принципиально разные сосуды. По артериям кровь течет к органам и тканям, а по венам от органов и тканей к сердцу. Исследование вен конечностей позволяет выявить такую болезнь, как варикозная болезнь вен, а также тромбоз вен. Это две самые частые патологии, которые бывают сочетаны друг с другом. Чаще всего эти проблемы можно выявить на нижних конечностях, хотя, конечно, и вены верхних конечностей также подвержены этому процессу, но в меньшей степени. Исследование вен нижних конечностей показано при отеках ног, при локальном покраснении на ногах, при локальном уплотнении под кожей и, конечно, тем пациентам, которые наблюдают у себя расширенные варикозные вены. Ультразвуковые методики являются очень информативными и позволяют выявить такие нарушения и заболевания, которые нельзя выявить при некоторых других исследованиях. Магнитно-резонансная томография на сегодняшний день является наиболее современным и информативным методом диагностики патологии в мягких тканях организма человека. Благодаря быстрой скорости сканирования и обработки изображений, а также современному программному обеспечению, данное обследование может быть выполнено в кратчайшие сроки. Метод МРТ позволяет визуализировать все внутренние органы человека: головной мозг, его оболочки, внутренние органы, органы брюшной полости забрюшинного пространства, малого таза, а также кости, суставы, позвоночник и сосуды всего организма. Магнитно-резонансная томография является абсолютно безопасным методом обследования, так как организм человека не оказывается ионизирующего облучения. И, соответственно, это исследование может проводиться многократно как взрослым, так и маленьким детям. Данный метод обследования уникален тем, что позволяет специалисту получить высококачественные изображения всех структур организма человека, а также обнаружить самые маленькие патологические изменения в мягких тканях. Противопоказанием к проведению МРТ является наличие магнитных металлоконструкций в теле человека, также наличие кохлеарных имплантов и искусственных водителей ритма сердца. Применение методики диффузионно-взвешенных изображений позволяет установить наличие острого нарушения мозгового кровообращения в самые ранние сроки. И в результате пациенту может быть оказана своевременная медицинская помощь. МР-ангиография сосудов головного мозга позволяет выявить наличие аневризм своевременно. В результате сканирования головного мозга мы можем выявить аномалии развития мозга, заболевания самого вещества мозга, а также его оболочек, наличие кист, гематом. МРТ суставов позволяет оценить состояние хрящей, сухожилий, связок и мышц, что невозможно при проведении рентгеновских методов обследования. А также уникальность методики является в том, что оценивается состояние костного мозга, что позволяет нам выявить ряд заболеваний в самом начале их развития. Наиболее часто МРТ назначается для изучения состояния позвоночника и спинного мозга. При проведении данного исследования оценивается состояние позвонков, оценивается состояние межпозвоночных дисков, наличие грыж межпозвоночных и оценивается состояние спинномозговых корешков. Исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза требует специальной подготовки пациента. Исследование данное выполняется натощак. В результате сканирования малого таза оценивается состояние мочевого пузыря, прямой кишки. У женщин дополнительно оценивается состояние матки и придатков. У мужчин оценивается состояние предстательной железы и семенных пузырьков. При исследовании брюшной полости и забрюшинного пространства оцениваются такие органы, как печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевыводящие пути, а также желчевыводящие пути и все связанные с этими органами заболевания.
Исследование головного мозга, позвоночника, суставов и сосудов проводится без специальной подготовки. Магнитно-резонансная томография является совершенно безопасным методом обследования, поэтому может проводиться многократно, как взрослым, так и самым маленьким детям. Технологии с каждым днем совершенствуются. То, что казалось фантастикой вчера, сегодня реалии дня. С каждым днем появляются новые и более совершенные методы диагностики заболеваний. Благодаря им появляются новые методы лечения. И сейчас очень важно быть в курсе всех открытий в медицине и знать, куда и к кому обратиться. Ведь это может спасти не только здоровье, но и жизнь. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких. Забота о родных – долг каждого. Позаботьтесь о здоровье своих близких. Прием эндокринолога, невролога, ревматолога. Томография плюс 22 24 24.